целом, вот за это 20-летие, конечно, изучение нагайцев, истории, культуры, нагаеведения, так называемое, сделало, конечно, рывок, потому что идет накопление материала, соответственно, качество исследований повышается. Вот. Многие проблемы, значит, более-менее начинают решаться, хотя, конечно, нерешенных еще очень много. В частности, остается таинственная каракалпакская проблема, как этот народ связан с Ногайской Ордой, вот окончательного ответа нет и так далее. Вот показателем интереса и развития нагаеведения служат международные конференции в Черкесске. Вот прошло уже 3 таких конференции. Ну, не знаю, может быть, вы меня поправите, но, по-моему, в России вот ни один народ не проводит международных конференций, посвященных себе, самому. И причем с таким, знаете, слояльным освещением в средствах массовой информации, с широким международным представительством, приезжают и из азиатских, и из европейских стран туда. Вот. Нет, ну, конечно, есть Русский народный собор, но это меньше всего научное мероприятие. Вот. Правда, сейчас сказал, вспоминаю, чеченцы провели первый войнавский свой конгресс, тоже исторический. Ну, там в основном звучали тосты, там, в общем, исторических исследований как-то не очень было. Вот. Ну, в общем, многие из этих новых сведений, которые дали вновь открытые источники, вошли вот в это 3-е издание. Но повторяю, что наука развивается и постоянно идет накопление какой-то новой информации. Надо сказать, что развитие вот именно нагаеведения и вот издание истории Ногайской Орды вызвали неоднократное обращение ко мне со стороны, как ни странно, казахстанских коллег, казахстанских историков с просьбой написать историю казахского ханства. Вот в таком же ключе. Ну, естественно, я отказался. Вот. Ну, во-первых, о раннем периоде казахского ханства очень мало сведений по сравнению с ногайской историей, а во-вторых, я все-таки, извините, работаю в Институте российской истории, кто мне, это ведь работа на много лет, кто мне позволит ей заниматься в таком институте. Мурат сказал, вот, что я занимаю должность руководителя Центра истории народов России и межэтнических отношений. То есть ясно, что многими другими проблемами приходится заниматься, и Кавказом там, и Сибирью, и сейчас вот историю Югры, то есть северо-западной Сибири, включились в многотомную. Но ногайская тема не отпускает. И вот я сейчас скажу, чем я занимаюсь в этом отношении вот в данный момент. С одним из наших молодых сотрудников мы решили издать арабописьменные ногайские грамоты, которые сохранились в архивах. Их около 7 десятков. Некоторые переведены на русский язык с соответствующим качеством, требуется корректировка. Некоторые еще нужно переводить с турки, потому что переводы русские не сохранились. Это тоже очень ценный источник. И насчет там терминологии, титулатуры и так далее. Вот это будет интересно посмотреть. И есть еще одна проблема, которая вот всплыла при изучении этих ногайских оригиналов. Тут, как ни странно, мостик в современность вперед. Дело в том, что вам, наверное, конечно, известно, что некоторые активные очень казахстанские историки продвигают идею о том, что ногайцы – это часть большого татарского народа. Значит, это, в общем-то, великая идея сплочения или даже создания единой татарской нации. Кстати, с этой идеей они пробовали делать десанты в Казахстане. У казахов, перефразировать поэта, собственная гордость, они не хотят родниться с татарами, считают, что их собственная история не хуже. Вот. Но ногайцев в покое не оставляют. То и дело и в историографии, и в публицистике появляются идеи о том, что это, в общем-то, разделенный народ, что население Ногайской Орды, Крымского ханства и Казанского, это было в прошлом единый этнос, потом уже история разбросала их по разным там национальным квартирам и так далее. Аргументы какие? Вот би Исмаил писал царю, что, дескать, если вам татары нужны, это в завоеванной Астрахани, мы татар добудем. Второй аргумент, и всего-то 2. Биурус писал, это сын Исмаила, тоже царю Федору,
что у нас в татарах говорят так, и пословица идет. Ну вот же говорят, смотрите, сами нагайцы называют себя татарами. Так вот, когда вот мы смотрим эти нагайские оригиналы, действительно, в русских переводах говорят, мы татары, там татарские мурзы и так далее. В оригиналах слова татар нет. Это русские переводчики добавляли, чтобы вот читающим эту грамоту было понятно. Ну, то есть они приближали лексику своих переводов к пониманию людей того времени. Вот. Ну, так что для, в общем, татаризации нагайцев объективных оснований нет. Я сейчас не буду над этим останавливаться. Это очень большой материал, там и крымский есть, материал для возражений и так далее. Если не помешает эпидемия, на будущем форуме нагайском в Черкесске я выступлю с подробным обоснованием этого. Значит, я очень благодарен всем присутствующим за то, что они пришли вот отметить выход третьего издания истории Нагайской Орды.